лица детей, внуков просто вытягиваются. Язык, на котором говорили в селах, в городах даже, это было неинтересно никому. Сіз Крым татарде конuşmuyorsunuz, сіз түркче конuşuyorsunuz. Вот звучание нашего языка с телеэкранов и с радиостанций – это русский акцент крымско-татарского языка. Было бы откуда брать, но уже поздно. У нас был язык парадный и язык домашний. Вы его отправьте на месяц в Кутлак. 5-летние дети между собой говорят на крымско-татарском. Почему мы не можем читать свои материалы, которым 70, 80, 100 лет? Звоните, покупайте, белькам сізге тердиман чаграих. У нас эта пропасть не от нас зависела, а они эту пропасть создали сами. Спросит у тебя сын, приедешь на Коршу, уже ни отца, ни дедушки, никого нет. Скажешь, как вот это называется? В общем, Балар, скажите, как у вас появилась идея этого проекта? Кто начал, с чего начал? Вот чуть-чуть про этот проект вводный скажите, пару слов, и мы дальше продолжим. Ну, вообще это как бы, я не знаю, такая все-таки спонтанная вещь, по большому счету, получилась. Я своих стариков уже давно снимаю на камеру, какой-то материал для себя сохраняю, но у меня не было методики, я не знал, как это что делать, как с этим работать и куда это вообще дальше девать. И вообще, что спрашивать у стариков. Вот не было у меня такой какой-то методики. Ну, в какое-то время есть у нас похожий проект в Ютубе с нами, он перекликается. Вот я туда какие-то материалы им отправлял, а потом я познакомился с Рифатом, и оказалось, что они тоже собирают материалы, общаются со стариками. И я предложил приехать ко мне в гости и попробовать записать своих стариков, но уже по методике, у нас есть опросник, вот по этому опроснику пройтись и записать. Вот мы это сделали один раз, и вот пошло-поехало. Потом мы вообще сначала не планировали, что у нас будет YouTube-канал, честно говоря, и вот наш товарищ предложил нам это загружать, и как оказалось, это интересно людям, и вот... А проект, что за проект, который был до того, как ты... На основе какого проекта вы познакомились вообще? Мы познакомились вообще просто... Абсолютно независимо. Скажем так, на тусовке, общей татарской тусовке, да. Ну, мы знали заочно друг друга, что мы существуем где-то. Через интернет были знакомы. Вот. И вот на этих тусовках просто стали ближе общаться и пришли к этому. Вот оказалось, что у нас есть общие интересы, общие взгляды. Ну, началось с того, что я уже более, наверное, лет 6-7 работал с материалами Гирея Баирова, который он молодец и собрал, и выкладывает постоянно. Каким образом ты работал? И в виде статей. Ну, я анализировал его видео, которые особенно он не обработал, которые просто в виде видео у него выкладываются, и находил там какие-то вещи для себя и себе записывал, выписывал какие-то вещи и с ним общался, говорил, вот а мы вот так говорим, вот так. Но почему-то я вот тогда и думал, что нам уже поздно этим заниматься. Да, потому что уже поколения 20-х почти нет, которые были в сознательном возрасте выселены из Крыма. Но когда вот я начал вот недавно, 2 года назад, интересоваться, есть ли еще старики из моих регионов, из бахчисарайских сел, оказалось, что есть. И Гирей сказал мне, что он-то в основном записывал алуштинскую лексику и говорит, что если ты этого не сделаешь, бахчисарайская лексика уйдет полностью. Да. И вот как-то я загорелся, и уже когда у меня появился и личный транспорт, и возможности, оказалось, что у Энвера есть какой-то опыт, я так решился, думаю, один день собрались и приехали к Рухия Абла, записали его бабушку, потом записали всех стариков, которых он знал в округе, и так дальше. Дальше оказалось, что вот кто-то знает этих, ну вот теперь уже вот такая тетрадь с номерами, с планами. Ну, я посмотрел твой YouTube-канал, вернее, на твоем личном YouTube-канале, там, года 3 назад выложил одно интервью с бабушкой. Да, есть.
То есть это твоя личная, твоя бабушка, Да, да? да, Мемхартадан. То есть ты попробовал, там что-то поспрашивал у нее, и вот на таком варианте она остановилась, да? А сам канал «Береги ХВС», он ему год, да, по-моему? Меньше года? Меньше года, Меньше он родился года. летом, да. Летом вот Летом будет появился. год. То есть вот вы собрались и решили вместе выкладывать, вот это примерно год Да. назад, да? Ну смотри, вот знаешь, что заинтересовало? Вот Гирея Баирова, в принципе, многие, я думаю, знают, да? Да, Я тоже конечно. знаком с ним, ну, в смысле, заочно мы так не знакомы. Знаком с его каналом, и вот у меня вопрос. Огромное количество информации, но почему нет просмотров? Почему там... У не кого? У Гирея У нет? Гирея. Ну, у вас нормально все, не обижайтесь. Я, кстати, не знаю, почему. Вот. Ну, там 50, там 40, 30 просмотров. Ну, в целом, 3-часовые видео, еще это даже не видео, это старые варианты диктофонных записей, где просто фотографии, которые он сам делал, он выкладывал. Ну, это, в принципе, специфическая такая область. Когда мы создали этот канал, я его вообще видел как, собственно, базу электронную для людей таких же, как я, которые вот им надо свадебные традиции, они зайдут там тут, Энциклопедия, да, получается? да, вот кусочки себе соберут оттуда 5-10 минут и куда-нибудь в публикацию или еще куда-то возьмут. Но когда мы начали выкладывать видео, я вообще не думал, что это будет такой популярный контент. И начали писать люди, что вот, а мы язык учим, нам так хорошо, кто-то там под это любит убираться, кто-то работать, кто-то по утрам слушает, а кто-то говорит, вот бабушке нет 10 лет, а ее язык я уже столько лет не слышал это. И оказалось, что действительно потребность такая есть. Ну и у нас по сравнению с Гиреем есть преимущество, мы можем уже снимать. То есть это мимика, это жестикуляция, это все-таки видео, оно живее. Так у него же там тоже видео вроде есть. У У него Гирея- видео буквально на 2-3 минутки, там вот, Я да, понял. какие-то кусочки, я даже не знаю, на что он тогда умудрялся это снимать. Вот там, например, со старожилами он ходил, там растения какие-то, вот буквально там 30 секунд и все. А в основном у него диктофонные записи, он до сих пор так работает с диктофоном. А у меня тоже есть свои диктофонные записи, но вот сейчас я их тоже думаю, что надо переделать с видеокамеры, потому что это совсем другое. Ну, ты же Другое- понимаешь, что другое он сильно ощущение. уступает диктофону. Конечно, То есть да. это как бы вариант подкаста, который у нас вообще этой культуры нету подкастов, то есть слушать, да, что воспринимают на слух. А когда ты смотришь на бабушку условно, да, ты видишь, как она работает, она же не просто вот так, как робот говорит, она же что-то Конечно, еще показывает. Конечно. Она же еще с тобой взаимодействует. Ну вот мы тоже, допустим, на своем канале так чуть-чуть снимаем по мере возможности, да, и это не наш основной профиль, но понимание тоже это есть, что нужно делать. Такой вопрос. Вот смотрите, получается, у вас выходит видео, я так понимаю, с какой? Примерно раз в неделю регулярность? Какая такая? Бывает. Регулярно, Ты регулярно зависит от скорости монтажа, который делаю я, да, соответственно. Ну там, подожди, ну что за монтаж? Монтажа Что там там? по факту нет монтажа, но все равно надо же этот материал просмотреть, Ну, обработать, немножко. Это тоже время какое-то занимает все равно. Хочется, какой-никакой сделать все равно монтаж. Конечно, можно брать просто, клеить и Ну да, то есть выкладывать. говоря про монтаж, естественно, я не имею в виду, что там это не музыкальный клип. Понятно, что сам формат, он, в принципе, этого не требует. Просто про что вопрос? Если вы занимаетесь только вот этим направлением, да, то есть у вас вот строго это направление, как можно сделать так, чтобы ролики чаще выходили, чтобы вы больше материала выкладывали? Потому что скорость, скажем так, исчезновения наших стариков, да, то есть она же обратно пропорциональна вот скорости. Да, это... Ну, смотрите, как... я отвечу на Да. этот вопрос. Просто вот для нас же важно не для того, что не регулярность этого контента сейчас, по крайней мере, я так считаю, что нам важно собрать его для начала, а потом уже с этим материалом можно работать в другое время. То есть он у нас есть, у нас много очень материала, который еще не выложен в Да, YouTube, который- его очень много, с ним надо просто сидеть и работать. Ну, Но много помимо того, что мы этим занимаемся, у нас еще есть основная работа, которой тоже нужно уделять время, а все остальное свободное время мы уделяем вот, собственно, этому проекту. То есть вот сегодня мы были весь день, входили в 2 семьи, и вот сегодня к вам, да, вот завтра опять куда-то пойдем. То есть у вас каждые на выходные вы монтаж снимаете? Мы, упор делаем на сбор, потому что сейчас надо успеть собрать. Да.
Потому что я сколько слышу таких историй, вот откладывал, а потом все. Да, потом, конечно. потом либо человек уже невменяемый, либо уже его на свете нет. Поэтому процесс вот именно уже предоставления зрителю, он немного более длительный, потому что там действительно бывает все равно, я прошу инвера какие-то куски подрезать, там где, например, ну, кто-то вмешивается Ну, в диалог, это вообще- там, да, такие это золотая вещи. А это все-таки это, чтобы сделать, это надо часовое видео просмотреть, Да, да, поэтому это трудозатратный такой процесс. Поэтому упор пока на сбор делаем. Потом вот как появляется время, Да. Ну, если сказать так, примерно там, ну, роликов там 30 у вас еще будет, или это, или меньше? Примерно где-то столько роликов еще лежит, да. Да. Не сделано. Ну, Да. это хорошо. То есть, получается, у вас за выходные вы там максимально это 4 работы, да, вы делаете? То есть, по 2 работы в Две день работы. за выходные? За две, ну, 2-3 работы. ну, редко 3. бывает, когда мы можем оба выходных выделить на это, Ну да. но мы в один день стараемся несколько людей, которые Ну да. рядом живут, записать, потому что время все-таки уходит. Так, ну вот что, понятно, с этим понятно. Ну, почему я это спрашиваю? Уже технически я понимаю, о чем идет речь. И вот в вашем случае прям нужно спешить, как бы, потому что, вот как я Ленуру сказал, Юнусов у нас на канале, ну, Да, да. он сказал, что вот по ощущениям 2-3 года, как бы, и все, да, Да. и потом, и тем более мы же еще не можем оценить коронавирус, да, как бы, сколько забрало, ну, вот от наших стариков, поэтому такой момент. Но многие еще и не задумываются, когда бабушки живые, они вообще Да, не, да, даже не это задумываются. постоянно так. Бывает, вот, приезжаешь к людям, они изначально нас настраивают на то, что она уже ничего не знает, ничего не помнит. И я сам прекрасно это вижу, как когда ты начинаешь спрашивать направленно человека что-то, Да. и они 40 минут без остановки рассказывают, и потом лица детей, внуков просто вытягиваются в изумленном таком выражении, а мы даже не знали, что она это знает. Я говорю, ну если бы не, вы бы так и не знали, говорю, потому что это большая проблема, что вот такая пропасть между поколениями. Мало нам этой пропасти создала депортация, мы полвека были оторваны от родной земли, и поэтому скоро дети, которым будет 80, дети конца 40-х годов, они ничего не смогут рассказать про Крым, к сожалению. Смогут рассказать про места ссылки, но про Крым не смогут. Это большая беда. Ну, это уже будут рассказы рассказов, как бы уже не скажу. Это если повезло, если рассказывала бабушка, если, а ведь часто бывает, что ну, что-то говорила там, битам, а я там играла, или я там училась, или я уехала там, поступила в Ташкент, там училась, ну и зачем оно мне было надо? А бывает такое, что вот вы же многие, ну, в разные семьи приходите, да, многих видите первый раз. Бывало такое настороженное отношение к вам, что, ну, типа, что вы, зачем вам, что вы делаете, для чего? Это вот есть настороженное отношение сначала, оно потом быстро проходит у людей. Потом в конце интервью обычно нам говорят, приходите еще. Ну, Как-то, ну, примерно так. Ну, бывает, люди не понимают, да. для чего? Было да? очень, Как очень редко это? было такое, когда, типа, а кто вы такие, что вы пришли? Но это был случай, просто мы были в гостях у бабушки, закончили почти с ней интервью и пришли тут внуки, которые, или внуки, или кто это был, не знаю, Внуки. которые были не в курсе, что у них, что у их, они с ней не живут, Да. ну, видимо, тоже пришли в гости, и вот тут увидели чужих людей, и такие в недоумении, кто вы такие, что вы тут делаете. И тут ну, мы объясняем, а человек не понимает. Неловко получилось. Ну, это, в принципе. Но это же редко бывает, правильно? Вот, я же говорю, один случай такой. А вообще, ну, хорошо, смотрите, получается, ну, Крым все равно не маленький. Как вы выбираете, куда ехать, кого снимать? Есть какой-то приоритет? Или вы снимаете всех, до кого можно дотянуться? Единственный приоритет – это возраст. Вот. Когда-то, лет 10 назад, можно было себе позволить такую роскошь, мол, там, я занимаюсь там Бахчисараем, ты Алуштой, ты Судаком, а сейчас я прекрасно понимаю, что даже степных стариков, если я не запишу, они просто уйдут, потому что у Гирея есть огромный архив алуштинцев, и они будут. Вот они есть, Да. и они будут. Ну, сохранены. А сегодня-завтра там Карангыт, там какое-нибудь Тарханское село под Дивпоту, там просто вот Ну, человек, давно же придется ехать. да? человек уйдет и все. Поэтому единственный приоритет, который у меня есть, это вот возраст. Если человеку 96, самому пожилому человеку, которому мы записали, был 97. Жив-здоров, к счастью.
Ну вот возраст это первостепенно. И если человеку там 85 лет, это немножко откладывается, потому что ну, пока есть еще резерв, надеюсь, что... Ждем, пока 90 будет, да? Нет, я обязательно, мы стараемся записать тех, кто вот, если едем, например, к старожилу, которому там 95 лет, поблизости есть, которым там дети 39-го, 40-го даже года, пусть мы их обязательно запишем, потому что мы в это место приехали. Ну, да. Ну, конечно, спешишь к людям, которым уже вот очень много лет, и которые действительно выехали из Крыма в полном сознании, которые знают то, что не знают те, которым было 8-7 лет, конечно, они многого не видели своими глазами. Ну, еще знаешь, что я заметил, бывает так, что вроде как пожилой человек, там, 90 лет, а он вообще ничего не помнит. Говорит, я не знаю, не помню. А бывает так, что 85 и очень много информации. У нас был... От человека тоже очень... У нас был старожил Хайри Ибраимов, который 36-го года, да, ему было 8 лет. Он говорит, я знал больше, чем мой брат, который 20 какого-то года. Все приходили ко мне. Он действительно, ему было 8 лет, он все знает. Где кто жил, где какой квартал, какая речка, как холм называется. Ну вот, видимо, это еще зависит от ребенка, да, когда он маленький. Вот была вот женщина, которую я записывал с моего села, ей 96 лет, и она нам прямым текстом сказала, я всю молодость просидела дома, я ничего не знаю. Я дикая была деда. Я дикая была деда. Ну вот, что-то удалось вытащить, ну, конечно. Так вы же, получается, вы же наперед не знаете, человек знает Нет, или конечно, не знает. когда ты приходишь, это всегда сюрприз. Вот ты садишься, начинаешь разговаривать, и в процессе разговора уже понимаешь, что тут человек ничего не знает, здесь может что-то, где-то обрывками. Да, приходится как-то вытягивать. Ну, хотя бы, я считаю, что если мы даже информацию уникальной не зафиксируем, мы хотя бы язык зафиксируем. Да, язык тоже очень важен. Это чуть ли не половина того процесса, который мы делаем по важности. Вообще, вот еще очень важный момент, то, как звучит язык, да, вот его природное такое звучание. Я неоднократно эту тему поднимаю, и мне кажется, что это большая проблема. То, как наш язык звучит с радио, телевидения, газеты, да, и то, как он на самом деле. Может быть, он просто проще немножко, вот как старики таким простым таким языком говорят, но он, мне кажется, мелодичный и как будто бы близкий. Почему у нас вообще есть такая проблема вот с газетами, с телевидением, официальным? По всей видимости, да, есть такая проблема. Очевидно, есть такая проблема, и у этой проблемы глубокие корни. Как вы знаете, что в условном XIX веке язык, на котором говорили в селах, в городах даже, это было неинтересно никому. Был один вот такой лингва франка, который был османский, вот когда ты берешь, читаешь публикацию по словарю середины 19 века, вот Крым Хаваджи, хлеб по-персидски называется, самун. Ни отмек, ни экмек, никак. Никого вот этот класс 3%, образованный, получивший образование в Турции, язык даже городской бахчисарайский никого не волновал. Они говорили вот своим узким кругом на своем таком высоком языке, может быть, говорили на нем только на улице, а дома говорили на своем, но тем не менее это огромная проблема в принципе тюркских народов, потому что долгое время, вот если другие народы быстрее прошли этот этап от оторванности литературного языка и народного языка, у нас это случилось только, будем честны, полностью это произошло с приходом советской власти, когда все это перечеркнули, когда взяли и сделали язык, пусть туда напихали вместо арабизмов русизмов, но все равно этот язык был более народный, потому что на нем надо было детей в школах обучать. А тот язык, он просто со временем ушел как непригодный. И в итоге, имея вот этот багаж, еще имея багаж того, что в наш язык сейчас запихивается очень много чужеродно, очень много турецких, уже туркизмов, я их называю, новых заимствований из турецкого языка. Франкизмы. А у них же был такой этап, как очищение языка, когда у них всякие алай, улай и прочие штуки появились. И вот теперь вот слова, которые вообще никаким боком не при тулишском-скатарском, я их вижу в газетах. Поэтому плюс произношение – это то, над чем никто у нас не хочет работать. Вот он говорит по-русски, вот звучание нашего языка с
телеэкранов и с радиостанций, это русский акцент крымско-татарского языка. Поэтому он настолько чужеродный, он просто вот когда ты... Подожди, ну ему же где-то обучают? Это, наверное, чуть раньше телевидения получается? Ну, понимаете, видимо, если раньше, вот чтобы выйти, сказать на радиокомитете и в Крыму, и в Узбекистане хоть что-то, надо было ставить речь. Вот у Сабри Апты Реджеповой в книге так и написано. Да. Мне ставили речь. То есть ты должен был работать, чтобы он стоял где надо, чтобы и не путалось, чтобы звуки были все на своем месте. Сейчас вот хоть как вот, кыш, хонгар, хоть как вот, зная, что-то может сказать, все, на телевидении это уже высший уровень. Поэтому получается так, что язык, который даже не знающие языка дети слышат дома, и которые они потом слышат по телевизору, по радио, это абсолютно два разных языка, у них возникает такое понятие, что вот, ну мы, наверное, ни черта не знаем, что этот язык мы не понимаем, дома на каком-то колхозном наречии разговаривают, и вот такая пропасть опять получается. Так, что делать? Но рецепт тут очень простой. Филологов должны учить произношению. Мы же не произносим английские слова по-русски. Или мы не... Когда учат турецкий язык, все ломают это, все стараются это произнести. Вы же не берете со своим этим псалмом, не идете турецкий язык и говорите, вот тут у вас звуки неудобные, давайте мы поменяем. У нас из-за того, что мы в принципе теряем катастрофическими темпами язык, получается, что вот это вот книжное что-то выученное, оно уже становится эталоном, потому что другого нет. Потому что он звучит же, и его же слышат, да, кто учит. Он же говорит, Да. но пусть он говорит вот как непонятно как, что невозможно вообще. Ну, главное не по-русски же. И главное всё. не по-русски. И все, он идет на передовую, и там начинает вещать со сцены, отовсюду. И это есть еще вторая и очень негативная сторона, что те молодые, которые будут этот язык слышать, они будут думать, что это наш язык. И вот этот русский акцент, он просто вот так вот уже из поколения в поколение начинает просачиваться и То есть передаваться. новый язык получится. Конечно. И вот это искажение фонетики, оно просто, оно слышно явно, и оно слышно тем, кто понимает что-то, кто слышал от своих родных язык. А чем дальше, тем хуже. Ну, смотри, все-таки давай вернемся немножко назад. И получается, что те, кого мы читаем и видим, это люди уже где-то этому научились. Да. То есть, получается, сегодня у нас образование, обучение языка такое. Да, однозначно. Языку вот учат так. Ну, и мне кажется, проблема в том, что люди учат язык, не имея базы, которую должны То есть без получать. фундамента, да? Которые, да, они не получают этот фундамент в детстве. Их родители, их старики им ее не дают. Да. И он потом идет в университет на крымско-татарскую филологию, и там учат как английский язык. И все. Ну, я же, например, если буду учить английский язык, я буду говорить с акцентом. Ну, конечно. Мне, чтобы научиться говорить без акцента, нужно очень много работать. Быть как минимум там... Ну, или общаться с тем, кто владеет. Пообщаться, находиться в среде. А люди идут просто в университет и учат его, и как иностранный, и все. Как Ну, латынь. Как латынь. Да, как латынь. И вот если у меня есть база, да, которую мне дали в детстве, то, и, соответственно, и фонетика, и произношение у меня есть. И мне уже, если я иду, я знаю, как эти слова звучат. Читаю книгу, я знаю, как это они хорошо, звучат. это замечательно. То есть у тебя есть такая школа. У кого тебе нету, дали. а у тех, у кого нету, Рифат правильно говорит, надо учиться работать над собой. Нужен просто предмет, я не знаю, как его назвать, что-то связанное с фоном, да, с произношением, на котором просто вот как ставили речь на радиокомитете людям, они же туда тоже не приходили с баснословными Готовыми знаниями, специалистами. конечно, они приходили со своих сел, со своих мест, где другие слова, другое произношение, кто-то не произносит, кто-то «к» не произносит, но их всех там учили, что положено вот так. И они после этого говорили на том языке, который сейчас, когда люди слышат, они говорят: ой, как красиво, а что это так должно звучать? А вот так должно звучать. Поэтому просто
нет внимания к этой проблеме, потому что и так проблем навалом, а подумаешь, ну, звучит по-русски, Ну да. ничего страшного. Да. Ну, у нас вроде бы как сейчас такая ситуация, то есть ты говоришь, ты правильно говоришь о том, что мы стремительно теряем язык, и как будто бы такое произношение уже что-то, ну, как Да, будто бы уже это что-то. уже считается эталонным. Ну, смотрите, просто получается, я так понимаю, что вы оба в детстве слышали язык, да, то Да. есть вы с детства его вынесли. Но я вам говорю, что очень много у кого этого не было опыта. И, к примеру, сейчас сталкиваются с такой проблемой, что хотят заговорить на языке, а методики-то нету. Нету, конечно. Нету методики, получается, в первую очередь, правильно? Ну, в качестве лексики, грамматики, методики есть, а именно вот звуковой метод, да, как метод Гаспринского, его нет. Его нет. Сейчас ему... Вот если... Я часто говорю, что если вы хотите, чтобы человек заговорил, вы его отправьте на месяц в Кутлак. Вот там он освоит местный диалект, через неделю будет говорить вместо колайсыз чалымсыз, но будет говорить вот как положено. Потому что там все от мала до велика, не знаю как сейчас, но 3 года назад я там был, просто ты заезжаешь, ты попадаешь в Крым 30-х годов. Не за мира, мы ему респектуем. Да, за ты это место. попадаешь в Крым 30-х годов. Я помню, мы 5 лет назад с ансамблем выступали там на Ураза Байрам, и в мечети собралось, человек 100, наверное. От 90-летних стариков до 4-летних детей. И я тогда впервые увидел, как 5-летние дети между собой говорят на крымско-татарском. И рядом подростки 14 лет тоже между собой говорят. Для меня это был такой шок, потому что увидеть, чтобы дети, и у них еще русские слова, это не основная лексика, это суржик. То есть они русские вставляют как прикол. Там, вот они. Все на крымско-татарском, и тут там какое-нибудь русское слово, так, как прикол, как мем такой. И вот там у детей этот фундамент, он закладывается. Они не забудут, как звучит язык, на котором они говорили в детстве. Но, конечно, у большинства, к сожалению, такого счастья, такого опыта нет. И, видимо, как-то, если пока нет методики обучения по звуковому какому-то методу, как-то надо общаться еще, находить людей, с которыми можно пообщаться. Есть эти люди, есть люди, которые 60-х, 70-х годов рождения, которые говорят, и говорят хорошо. Просто с ними надо пытаться какие-то механизмы искать для общения, чтобы перенимать это звучание. Потому что, к сожалению, услышать живое звучание крымско-татарского языка сейчас это труд. Можно еще просто смотреть видео, например. Да. На канале Великих Алесов. Вообще, я же про это и говорю. То есть, почему я считаю вашу работу и Гирея Баирова огромным трудом, потому что мы как будто бы получаем оригинал, на который мы потом можем равняться. Да. Даже если это диалективная речь, все равно ты вытаскиваешь оттуда. И это же я вижу и общаясь со стариками, да. И Исмаил Акеримов, допустим, да, мы с ним тоже делали запись, общались. Честно говоря, такой язык, мне хочется самому говорить на этом языке, понимаешь? То есть он настолько природный и органичный, что ты хочешь, почему мы так не Конечно, делаем? он по-другому ложится на ухо. Да. И наоборот, когда, были моменты, когда я ему говорил: Исмаил, давайте в этот момент на русском проговорим, потому что вопрос аудитории все равно он есть. И он говорил: это мой нерабочий язык, давайте я сейчас буду вам спотыкаться, буду что-то говорить. То есть, мне нравится эта штука, да, что она есть, и, все равно будет какое-то продолжение. Насчет языка. Смотрите, вы говорите, что вы с детства получили язык, слышали язык, да? Я так понимаю, этого достаточно, чтобы его выучить, да, чтобы его знать? Чтобы его знать на уровне, Нет, это на котором мы знаем русский, конечно, нет, этого недостаточно, потому что я считаю, что этого недостаточно, потому что наши старики не знают его на таком уровне, на высоком уровне. Что уже, да, будем правду говорить, бытовой язык, да, он мной в детстве был усвоен, а научный язык, да, который нужен для того, чтобы обсуждать какие-то там, не знаю, какие-то научные вещи, да, действительно, мы его не знаем, потому что образование у нас в школе, в университете на русском языке, среда у нас такая, соответственно, русскоязычная, этого у нас, к сожалению, нету, но база, та, которую ты получаешь в семье, я за себя сейчас говорю, ее достаточно для того, чтобы ты уже в сознательном взрослом возрасте мог себя развивать и наполнять свою лексику
на вот этот скелет наполнять уже крымско-татарскую лексику, научную и специальную лексику, ее можно уже приобретать уже самостоятельно. Это проще. Проще, когда у тебя есть база, а когда ее нету, соответственно, тебе нужно еще и азы осваивать. Поэтому у большинства людей проблема с этим связанная. Они не обладают скелетом языка, они не знают структуру языка, не чувствуют его. Вот ты приходишь с фундаментом. Вот Да. я как пришел в школу, у меня был абсолютно диалектный язык, я не знал другие диалекты, я с ними никогда не сталкивался. И вот в школе уже на этот фундамент очень легко накладывается. Ты начинаешь Ну, то изучать. есть ты понимаешь, ага, это. То Ты есть понимаешь, да, что у переключается. тебя дома И, а тут F. Ты должен знать, что вот так положено. И вот постепенно вот этот фундамент закладывается. Основа ведь в чем? Здесь даже не в диалектах дело, а в том, что когда ты дома усваиваешь фундамент языка, ты знаешь хотя бы, как он строится. Да, логика построения. Да, ты знаешь, как слова, что глагол в конце, что это. Ты никогда не засунешь глагол в начало, как в русском языке, потому что ты так подумал, в голове быстро перевел, и вот у тебя получилось, значит, глагол в начале, и потом все остальное предложение. Но, естественно, наш домашний язык – это, будем откровенны, звоните те, покупайте те и прочие всякие Ну, в этом тоже перлы. нет ничего плохого. В этом нет ничего плохого, к сожалению, что выросли наши старики в такой среде, в которой они уже некоторые вещи заполняли русскими словами, просто их вот так вот переделывали, и оно органично звучит. Да, вот да. это наше «запсем», вот «запсем», я это слово очень люблю, потому что Обязательно. обязательно, да, вот эти «напмер» с глотанием этой, вот они как-то уже настолько окрымились, да, они так звучат, когда их выдают, такое ощущение, как будто это слово вековое всегда было в этой лексике. Ну, это потому что старики, в основном, базис у них крымско-татарский на 80%, просто они добирают те. Ну, это идет адаптация, адаптация. фонетическая адаптация языка русских слов в крымско-татарский. В этом нет ничего плохого, у нас очень много взаимствований, они адаптированы под нашу фонетику, там, хартоп. Да? Хартоп, хапста. Да. Просто какая проблема у нас сегодня? Мы же просто берем русские слова и все, и говорим их, произносим их Мы их уже не фонетики. можем, да. Так вот в чем еще момент есть. Смотрите, что я заметил. Вот когда я ездил в Турцию, мне прям резали уши вот эти вот, понимаете, да? Бутоны эти Заимствованные, скажем так, слова. Гарсоны. Но я понимаю, что это просто живой язык, который развивается. Вот он сегодня вот такой. Я же не могу турка упрекнуть в том, что он говорит вот так. Правильно? То есть, кто я такой вообще? Ну, он не замечает. Вы же не замечаете в русском языке какие-то заимствования с английского, например. Вы их не замечаете. Они не замечают эти заимствования в своем языке. Ну Тут да, это просто вот. язык развивается. Правильно. То есть, это про развитие языка. Да. А теперь мы, получается, на 50 лет нас вытащили, да? Как такую в клумбу, да? И через 50 лет опять туда же поставили. У нас ни корневая система не развилась. ничего нет, да, и получается, мы как эти на старорусском, да, старославяне, в каком-то степени есть такое. Если, допустим, условно допустить, что наш народ остался бы в Крыму, он же тоже бы трансформировался. Он же изменился бы. Естественно. Было бы другое формирование. Может быть, мы тоже о литературного Яхвел не языка. говорили бы, да, в таком случае, а говорили бы там. Ну, видите, Какой-нибудь в турецком туалет мы языке говорим, есть специфика своя. Это вот прямо оголтелая политика очищения языка, который там целый институт был Да, создан. да. И чтобы, не дай бог, не мектеп, а чтобы укул. Это же, немножко такое похожее на советское что-то, вот Да, это да, насаждение. да. А так и И было. поэтому у турков, у самих есть такая дилемма, они вот некоторые возмущаются, особенно кто учился там или в какой-то степени соприкасался с историческим университетом, они говорят, почему мы не можем читать свои материалы, которым 70, 80, 100 лет? Ведь они, когда перешли на латиницу, у них все равно многие конструкции первые годы сохранялись старые. Да. А потом их вот французский, там новояз вот этот, который они сами создавали, улай, алай и прочие вещи, чтобы не арабский Да. укул. И получается, у нас эта пропасть не от нас зависела, а они эту пропасть создали сами. Но там же, понимаешь, это же была проблема борьба с религией,
и все равно ислам, он ассоциировался с арабскими словами. Мне кажется, такая была проблема. Потому что Ататюрк, он же начал борьбу с религией, он же сделал светское государство, и, соответственно, он хотел, наверное, больше европейских слов оттуда притянуть, и как будто бы стать тоже европейским государством. Может быть, вот в этом проблема была? Ну, я сам об этом думаю, это нигде не написано, просто я об этом думал, что это логично. Ну, о том, что вот этот вот османский язык, вообще вот эта латынь, Да. на которой никто не разговаривал, но на которой все писалось, Да. то, что ее надо очищать, это думали еще до Ататюрка за 30-40 лет. Но просто в период Ататюрка это превратилось в какую-то репрессию против языка сплошную, там, когда нельзя тебе мектеп говорить, вот, и так получилось, что отец еще мектеп, а у сына уже он в школе отучился, у него уже укул. И, конечно, вот турецкий опыт, он немножко специфический. Другие народы, я не думаю, что другие тюркские народы проходили такой же. Например, татарский язык, он конечно, прошел советский период, но все равно татары, они поймут, что написано там 100 лет назад. Да, а да. турку это будет очень сложно, потому что Новому турку вот уже. эти старые конструкции, их просто уничтожили. Вот их не должно Получается, быть. подожди, это же получается направленное уничтожение, связи с прошлым, с Ну, наследием. вот в какой-то степени получается- это новая Турция, это знаешь, политика. такая. Знаешь, на какой мысли я себя поймал? Я когда готовился к Панаману Чербиджихану и читал на староосманском языке газету, я просто понимал, что это вообще другой народ. Я не понимаю, что там написано. То есть у меня такая мысль возникла, что как будто я уже совсем другой. Я уже не имею отношения к Нуману Челебиджихану, понимаешь? Как бы это ни звучало. Я смотрю эту газету, и там все на арабском, написано на староосманском. Я такой вижу, смотрю в книгу, вижу фигу, вот такая история. И получается, что если нас это насильно сделали, а турки самостоятельно это сделали. Да. Тоже насильно, но под флагами своего государства. Ну, они же в при, рамках при государства. при построении нового турецкого общества, да. Да, и, кстати, и наши народы тоже пострадали, когда Ататюрк уже начал притеснять вот эти все диалекты, то есть Да, какая-то унификация да, пошла, в Турции была такая политика, что все турки. и сейчас собственно, ни да. одного нашего не Да, встретишь. есть у них там лазы еще в горных селах Черноморского побережья, которые дома еще помнят свой грузинский диалект, а некоторые помнят еще какие-то осколки своего румейского, греческого языка, да, но они все турки. Да. Психологически они турки. Да, да. Их слепили, спаяли вот так вот насильно, сделали турками и все. Вот. И получается, что и мы из этого из диаспоры же никакой связи не имеем. Диаспора, к сожалению, они сами это признают. Вот недавно я читал стих Сервет Удаман, есть такой представитель крымско-татарской диаспоры, и он стих написал свой, что они там кайтармалар, кашик хавасына деништи, да, то есть он говорит, что полностью вообще у них давно это так. Вот они, культура, она вот постепенно вымывалась, и за последние 100 лет она полностью там просто, если на лицо это еще может быть крымский татарин, да, уже там из нашего языка есть два слова, там ару, и еще какой-нибудь там пек. Ару это же нугайский, нет? Потому что, да, у Потому них же что это- стереотипное, не знаю, это стереотип или нет, но они еще большая татары, это у них ногай. Большая часть переехала из Степь степи, же в основном из поехала. степи, поэтому они Собралась. говорят так. Да, именно так. Но в Дернеках, я вот заходил в Дернек в один. прошел. Где ты был? В Эскишехире. Да. Как я его знал? Я такой ролик да. посмотрел. И, значит, Проследился. они, значит, сидят, я у них спрашиваю, как у вас дела, типа, разговариваете дома, они нет, по-турецки. Я говорю, и такие, вы же тоже по-русски, типа, с таким упреком, типа, Они такие- упрекают, Да. Да. есть у меня друзья, студенты турецких вузов, они когда слышат русский язык от крымских студентов, они бесятся. А когда наши разворачиваются и говорят, сіз крым татарча конuşmuyorsunuz, сіз türkçe konuşuyorsunuz. У них просто, они начинают Да. просто пламенем гореть, потому что это одно и то же, мы говорим на крымско-татарском, ничего не понятно. И потом тут же вот это ару включается, которое можно везде вставить, просто все по-турецки, и тут И в это конце ару, да? ару вставляется, все это крымско-татарский язык. Вообще, справедливости ради надо сказать по поводу вот старого турецкого, и который сейчас у них. Я вот для себя сделал, опять же, такой эмпирический вывод. Вот я общался там со стариками, зрелые, да, уже турки, прекрасно вообще, вот как будто ты со своими разговариваешь. Да, со стариками. Да. Да.
вообще никакого барьера языкового нету. Вот, а он меня понимает, я его замечательно понимаю. И я говорю на татарском, он на турецком. И все, и прекрасное общение получается. Так как только я пытаюсь завести диалог с молодыми, как будто бы вот пропасть. Вот все, абсолютно. Вот он меня не понимает, и я его тоже не могу понять. Вот такая вот история. Причем это же буквально 20 лет, вот, да, вот новое. Буквально новое, одно поколение. Буквально новейшее Одно-два поколения. Все. Потому что я тоже вот смотрел фильмы про диаспору нашу, да, крымско-татарскую, и мне понравился один парень сказал, он взял жену из Крыма, это такой, это распиаренный момент. Он сказал, что я ни одного крымского татарина не встретил. Вот говорят, там 5 миллионов. Хотя он в Турции живет. Он говорит, я не встретил никого. 5 миллионов это просто такая пропагандистская цифра такая, это не соответствует действительности. Миллион, можно сказать? Вот опять же, если брать Дернек, их информацию, Да. вот они мне сказали, что 1200 крымских татар сохраняют свое сознание. Остальные, видимо, абсолютно турки крымского Если 200 происхождения. тысяч сохраняет сознание, то это очень много. Я имею в виду Не 5 этнических миллионов. потомков. Разница есть. Но разница есть. Но мы же, смотри, они же могут, как сказать, я турк крымско-татарского происхождения. То есть он уже полностью... таких, пожалуйста, таких там Сколько валом, хочешь, да? там сколько хочешь. Таких. Я думаю, Вот мой- Лишь бы купил я их, думаю, их да? много, они, которые там даже не знают кто, но там без крым-кёкенли Да, могут да. такое сказать. Ну, мы турки, Бери чистые, больше, да. А те, кто сохраняют самосознание, это, видимо, довольно поздние иммиграции, и вот именно которые какую-то осознанность привили Да. родители, дедушки, Да. бабушки когда-то. Ну, я не думаю, что вот их действительно больше, чем 200 тысяч, потому что остальные все турки крымского происхождения. Просто говорят, что в самом Эскишехире их много. Может быть. Ну Вот ладно, может быть ты там... как бы вот эту информацию вообще не проверишь, поэтому Нет, это там такое... у них и по переписи такой особой Да, нет, демографически вот чтобы как не кто-то просто прямо есть. сказал, что вот мы крымские татары, по-моему, точных каких-то данных я не... Поставьте галочку, да, Да. напротив этого. Давай, Эдем, подай этот кофе, давай хайве попьем. Еще такой вот такая мысль еще у меня есть насчет. Сейчас я ее скажу. Сейчас чуть. Нормально. Поднос. Да, давай, наверное, да. Сейчас сделаем. Поднос, думаешь, отвлекает? Такая мысль еще есть. Вот если мы... Я вообще почему про диаспору думаю, да? Не то, что там помогите нам, да, там за границей помогите нам все плохо. Просто как будто бы вот в отражении этой диаспоры как будто можно увидеть вот эти вот осколки, да, того, что у нас было. То есть, былого. И интересный момент вот по танцам. Большой вопрос, да, вот танцы, они очень сильно пострадали, вообще крымские танцы. И вот думая на эту тему, как будто бы, если мы обращаем свой взор на диаспору, как будто бы мы можем вот эти вот оригинальные танцы увидеть, которые были в Крыму. То есть язык, может, не сохранился, но манты они делают, как мы делали там, танцуют, может быть, примерно так же танцуют. Это вообще адекватная история или это ни о чем? Вы знаете, как человек, который занимается крымской хореографией, я могу вам сказать, что хореография не так сильно видоизменяется, как песни, если сохранено общество, но первая улетает в процессе ассимиляции, если находится в чужеродной среде. Танцы. Турки танцевали вот эти турецкие с ложками танцы по всей Анатолии. Вот турецкая диаспора крымских татар еще 50-60 лет назад. Вот смотришь, у меня есть одно такое видео, там это, по-моему, 90-е годы в диаспоре. Я думаю, сейчас посмотрю что-то. Оригинал, да. Я думал, голова вот у них нашлась. Открываю, чистейший зейбек, чистейший. Вообще ни одного элемента нет. И они сами это говорят. Мы не знаем своих традиций. Они вот знают через посредство нас, потому что наши с ансамблями стали туда ездить, что-то, они стали знать. Поэтому максимально то, что они сохранили, особенно не в Турции, а вот именно на Балканах, в Болгарии, в Румынии, потому что там чужеродная среда, это язык. Все остальное и какая-то материальная культура, да, то, что можно потрогать, там вышивка, вещи, да, какие-то эти одежда. А вот то, что нематериальное, песни, там
танцы, это все улетает очень То есть быстро. танцев уже нету? Нет, у них нету. У них А нет. вот в Дамбруджи там тоже все. Там тоже нет. Просто я смотрел, но ты понимаешь, еще веет таким немножко высокомерием. То есть они говорят, типа, мы вам сейчас покажем наши танцы. То есть, говоря, обращаясь к нам. И как будто бы у них есть на это право. То есть нас-то потаскало, покидало, мы вообще ничего не помним. А они как будто бы это сохранили. Ну, смотришь на эти танцы, ну это вообще что такое? Ну, Нет, большая часть это то, что принесено из Турции турками. Или соседними турками. Они там тоже жили, вот в Добрудже как раз была турецкая диаспора. Они, говорю же, хореография, она очень быстро уходит. Очень быстро. Вот нет среды, все. ну, в принципе, да. А кто будет танцевать, если среды нету, да? Если нет среды, вы не вывезли с собой своих музыкантов, например, да? Да. Ну вот не выехало. Вот, Да. вот вы жили в степном селе, Да, не было. не было у вас музыкантов. Или он там. умер по дороге. Последний Кедай там умер в первые годы. Ну а что вы будете? И либо вы будете сочинять новые песни, Да. чем там, в принципе, занималась болгарская диаспора, на местные мелодии балканские, они сочиняли какие-то песни на своем языке. Либо, когда вот пошли контакты нас и их, когда мы вернулись на родину, они начали брать отсюда песни на своем диалекте, да. петь. И Гузель Крым у них тогда появилась там. Вот это уже они считают как вот их фольклор, потому что оно пришло. А своего, ну, я пока за столько лет не смог найти. И вот я же говорю, вот этот Сервет Одаман, который сознательный довольно крымский татарин, говорит, ну, с таким более внятным крымско-татарским, хоть и большая часть лексики турецкой, и вот он целый стих написал о том, что мы на свадьбах кайтарму не помним вообще, мы каш хавасы и зейбек танцуем. Вот у него такая крик души, он такой стих написал. Нет, там материальную культуру можно найти. Действительно, старые какие-то из Крыма, привезенные вышивки, как раз потому, что их не таскало Ну, туда-сюда. их и проще, как бы, да, положил, повторил. Ну, условно. Ну да, вот условно они приехали 150 лет назад, там от мамы к дочке, от дочки к внучке, и так вот оно сохранялось, и они в этом же доме живут вот столько лет. Да. Так что, получается, что с танцами все? У них, да, У нас? у нас примерно на Или у нас уже кавказский На стиль, получается? 80% примерно то же самое, к сожалению. Какая-то часть малая сохранилась, которую мы сейчас имеем, с которой работаем. И вот это, собственно, и то, что я пытаюсь вытащить еще из тех, кто что-то помнит из Слушай, Крыма. Так получается, что у нас сегодня танец наш, он похож на процесс, который обеспечила депортация. То есть, смешав весь народ в одной корзине, таким образом депортация завершила формирование крымско-татарского народа. Да. И у нас, по ходу, танец сегодня это отражение этого народа. Ну, видите, танец... Один для всех. Сценический танец один для всех сформировался еще в 30-е годы, когда у нас ансамбли появились свои. Да. Но микроклимат, который был вот в степи, Да. в горах, в городах, Палитра, да? вот это Оттенки. все было. Они там жили, носители, они это сохраняли. Да. Потом, значит, депортация – это даже уже не то, что наш общенациональный танец. У нас и костюм довольно давно унифицировался. Это уже сцена, это танцы народов Советского Союза. Вот это отсюда, это отсюда, это отсюда. Солянка, да, сборная. Я постоянно говорю с хореографами, они говорят, ну нам неоткуда брать. Но это, конечно, оправдание. Если бы 20 лет назад кто-то этим занялся, было бы откуда брать, но уже поздно. Вариляч исчез, Алияу исчез. Другие кады-кады хороводный танец, огромный, там целая статья про него, исчез. Просто вот в то время не было, ноты зафиксировали, а некому А было визуально? отснять, а писать не было. Хотя вот еще недавний, вот 89-й год, в Черчаке был сразу отмечали прямо перед переездом в Крым то ли Ораза Байрам, то ли Курбан Байрам, и тут же Хадырлес, вот они как-то совпали. Да. Есть интервью оттуда. И там моя любимая вообще часть, это вот кусочек, который я вырезал себе, сохранил. Вот. Там дедушка степняк, ему там лет 70, наверное. Ну, то есть давно-давно в Крыму родился, сознательным мальчиком это. И он там в присядку танцует. Гопак. В присядку хайтарму танцует. Так в степи танцевали у нас в Крыму. Это неоднократно Но уже говорил. мог придумать это. Да, это неоднократно я слышал, но это я впервые увидел. Это настолько красиво. Просто вот он легко совершенно там двигается. И вот это единственный источник, какие-то такие вещи, из которых можно вытащить ее. Но это никто этим не занимается.
никому это не надо. Проще взять с Кавказа тапки, надеть вот эти вот. Главное ритм, понимаешь? Да, Ритм, чтобы... засунуть, вот никогда Хайтарма не прерывалась на вот этот дан-дан-дан-дан-дан, она теперь прерывается. Сальто Теперь, было? да, Сальто назад. посередине Хайтармы просто у нас полная тишина, и начинается соло на дарбуке, и танцоры начинают что-то вытворять совершенно. Думаешь, вот откуда они это, с какой балетной школы они это взяли? Ну вот, Французской. вот примерно так сейчас выглядит сцена. Так, işimiz çatak. короче. Да, и картоп. Işimiz Картоп. картоп. Что-нибудь позитивное есть? Позитив. Сейчас про школу будем говорить. Тохта. Про в школе точно позитива не найдете вы. Подожди, так сразу не говори нас. Что ты расстраиваешь нас? Заранее, да? Да. Да, интересно. А ты вот кофейные традиции не изучал? Ты Прицельно нет, но недавно это такой очень интересный вопрос мне задал мой друг, он не крымский татарин. Он спросил меня как-то, а где вы, говорит, брали кофе? Вот вы приехали в Узбекистан, там же ни черта не было, говорит. Вот. Джанкой. А где вы, говорит, его брали? А я говорю, а я не знаю. И я начал вот сейчас у стариков тоже спрашивать. Я говорю, было ли у вас кофе? Некоторые говорят, что они с Карасу-базара кофе привозили. Вот в таких мешочках, вот сегодня, так сказать. Да. Некоторые говорят, кофе у нас не было, мы заваривали нукот. Вот это я... в Но Алматы. это бедные. Ну, это бедные, но все равно. То есть традицию надо было соблюсти, а денег не было на зерна. И приходилось вот как-то таким Ну, то есть, способом. да, это не всегда был нокут. Это не всегда, конечно, Это уже был. до преддепортационной Это голодные вот годы. именно вот Война, да. интересно война. было вот в этот... Понятно, что есть и кофейные магазины, и торговцы кофе до революции. А вот именно в советское время, когда такой немножко занавес пошел, мне было интересно, откуда, как это все. Ну вот... Курзиме был кофе. Ты знаешь, я у своей бабушки спросил, она еще живая, все нормально. Сабрия Хартана, ей 95, да? 95, ну, нормально вообще. И она рассказывала такую штуку. Говорит, у нас дома кофе у моей мамы, у ее мамы, был в таком кисете, и он был в нагрудном кармане. Нигде, чтобы не лежал, потому что могли перемолоть и выпить. Пили, говорит, ногот пили, ну, горох пили, ячмень, арпа пили. Да. А когда приходили гости, чтобы как бы лицом в грязь не ударить, вот этот кофе перемалывали и подавали именно каве. Но это связано с тем, что как бы тяжелые годы, Ну, а конечно. кофе очень дорогой был. Упало просто вот это вот, там же закрыли границы, и Да, постоянные контакты Да, с Турцией, они просто закрылись. Да. И пришлось обходиться тем, что есть. Да. Сейчас, Эдем, дай поднос, я вот это уберу сразу. Давайте каве пока это. Каве пьете, ждать, что я так не спросил? Несколько раз в день. Несколько раз в день? Приходится. Так, подожди, что я делаю? Ты же про него говорите? Ты любишь кофе? Ну да. Я просто никогда не спрашивал, просто кофе. Подала. Не дедің? Қашта? Лиля Хамин, потому что я у них кофе пил. Я прям складываю. Нашел, да. Не, Хави. Каве, ты знаешь, очень интересная штука. Я сейчас собираю материал про кофе, и я хочу доказать. Ну, понимаешь, еще проблема в том, что прямых доказательств нету, и приходится как-то косвенно. Вот, У нас очень много где так. Да, и просто есть такое мнение, что кофе вообще в 19 веке в Крыму появился, что я считаю вообще бредом и абсурдом. Хотя многие об этом говорят. Нет. Да, что-то это... Ну вот. Есть же много свидетельств того, что кофе был раньше здесь. Я вот не помню, Паллас писал про кофе, это 1794 Ну, и в Речи Любви писал, 1666. Ну, значит, было кофе? Ну, это мы знаем. А люди-то, знаешь как? Ну, конечно. это- Сказали, они да. повторяют. Кто-то сказал? Так. Саунус. Че, Афитлер Улсун? Афиет Улсун, Афитлер. А у тебя уй говорят, да? Үй. Ты Вильна? Так говорит весь Бахчисарайский район, вплоть до Байдар. Я думал, что это Нугай говорят, уй. Ну, новые тоже говорят. И. Уй говорят. Үй тоже есть. Конечно. И Ну, уй. в Карасу-Базаре я үй слышал, да. Но у нас у всех үй.
в принципе. А эу В откуда городе взялось и... это? Это, я же Я говорю, извиняюсь. я же вам говорю, был язык городской, вот Радлов его записывал, который более кыпчакский. И он в своем этом пишет, что в разговорном городском бахчисарайском языке османский язык не смог вытеснить кыпчакскую основу. Мгм. А был язык, вот у стариков тоже это есть. Вот они, ты с ними говоришь вот на своем, они опа, включились и говорят на своем. А ты пришел, например, вот Энвер начинает у них что-то спрашивать, они слышат не свой язык, они давай там эу, вот это вот, надо политературнее, вот здесь слово подправить. У нас же как вот исторически идут два языка одновременно в голове, на Да. котором надо на параде разговаривать и на котором Интервью давать. надо дома говорить. Но в целом вот и это и город Бахчисарай, и Альма, и Кача, и Бельбек. Даже вот те, которые под Мангупом живут, вот Юхар Каралес мы записывали, дедушку. Ну, вон Хаташасарай тоже, Хатсубазарский район. Все, тоже. и Эв начинается вот где-то в Озимбаше с этой стороны, и там в сторону Мангупа, начиная вот где-то с Упы, наверное, и в Байдары, там Эв уже. Там даже не Эв, там Эв. Там у них своя форма. А у нас у всех И. Это, наверное, самое распространенное слово в Крыму, потому что весь почти Бахчисарай, Карасу-Базар и Как так туда... получилось, туда что у всех это слово? Все равно же какая-то разрозненность присутствовала. Как так получилось? Ну, просто это, видимо, это старая лексика. Она вот, ну, это, Ну, во-первых, старая, это, в смысле... во-первых, это старая лексика, во-вторых, это базовая лексика, которая архаична. То есть, они в песне поют Эв. Вот у нас, например, песни, они чем интересны, еще такой ученый, как Герберт Янский, когда изучал песни крымско-татарских военнопленных, он в вступительной статье написал, что по песням нельзя изучать язык. Песни сохраняют, ну, это он говорил в общем, в целом можно, но надо отделять песни по пластам. Потому что песни сохраняют свое первичное происхождение, даже если они заимствованы. И когда когда старики поют, они поют не мен де бильмем, а бен де бильмем. Например, беним. Хотя у нас никто, ни один в Крыму диалект, никакой ни горный, ни южнобережный местоимение бен не использует. То есть можно отследить просто. А откуда в песня. песне они знают, что ага, так, это высокий стиль по-османски, так, и бен де бильмем начинают. Вот в принципе такой же принцип. То есть так ты садишься, говоришь, это так И. А если им надо литературно оттарабанить, так Ф, потому что в книге так написано. И было также написано в тех 4 годах обучения в Крыму, в которых они учились, что Эв это правильно, даже слово есть у некоторых, вот у моих это джаильтель они его называют. Вот у нас же джаильтель, там Да, вот да, этот вот какой-то там, а вот лугат табак. Мужицкие. Как надо. Поэтому, конечно, И везде И. Здесь для меня было открытие, что даже там в горных этих, в Харалезе, что И. Ну, вот такая лексика. Но я где-то читал, что вот коммуникация между вот нашей такой условной элитой, да, вот франкофонов, они просто не понимали вот этих вот мужицкий язык вот обычных крестьян. Ну, есть же очень классная заметка Абибулы Удабаша, это 1918 год, в книге Таира Керимова «Миллет Джехерлера» приводится, в газете «Миллет». Он первый такой человек, который в этой газете, значит, он такой суржик создал, Ортатыль назвал его, там насовал туда, значит, и степной, Да. и южнобережный, ну, перемешал произвольно так, и на нем писал. И у него есть такая зарисовка, естественно, сочиненная, где в какой-то корбекской кофейне, откуда он родом, встретились два студента. Один закончил стамбульское учебное учреждение, а второй Москву. И, значит, они там сели, и оба, собрался джемат, старики все, и оба, значит, сели и друг друга не понимают. Один «Сиз бойле и идиюрсус», говорит, а тот ему говорит «Значит, сиз ойле айтасыз». И, понимаете, они сидят, и потом один дедушка выходит, говорит «Белькам сизге терджиман чарраих». Вот просто... Вот действительно это выглядело так. Вот кто чему научился, тот тем и понта. У Дабаша вообще гениальная есть зарисовка еще, как он сходил на театр. А театр в то время, естественно, был на Османском, и он значит, там говорит, вместо того, чтобы так Стамбул тилинде, мягко сказать гидиюром, bizimkiler, говорит, жалпак татарджа, говорит, китиюром, кулькуден, говорит, гайры бирши, ну, не может это вызывать. И поэтому действительно у нас был язык парадный и язык домашний.
Вот сейчас мы пытаемся этот вот, который самый лишенный внимания, да, обделенный вниманием, его зафиксировать, потому что это тот язык, на котором говорили. Но вот они тоже до сих пор так, у них есть барьер, что вот тут надо «ев» сказать, потому что пришли журналисты, надо красиво, литературно. И дома вот они уйдут за дверь, потом будет «и». Да, это интересно. Ну, сегодня у нас была замечательная Картанай из Ускута. У него прям такой язык ускутский. Вот мы сегодня диалект этот услышали. Я прям впервые вообще, да. услышал вообще Прекрасно. совершенно, я даже на слух тяжело Гильдик. воспринимать. Там действительно, во-первых, они всегда говорят в будущем времени, они не говорят «дедем», они говорят «дерм». Дерм. И ты думаешь, это он скажет или он сказал. Потом начинает голова как-то работать в этой логике. Ну, логика, да. Да, и потом это действительно уникально. Он так отрезанный от Алушты, от Судака, они как-то... Ну, это же государство было, государство в Государство в государстве, они так и считают. Да. Ну, это они нам так говорят, Они мы в нам это так верим. говорят. Насчет Крым топонимикосы. Крым топонимикосы. Да, Мгм. кстати, у меня это. Вот этот проект, да, смотри, что интересно. Ну, понятное дело, что топонимика у нас это больной вопрос, да, для Крыма всего в целом. Вот этот твой проект, который ты ведешь его в Телеграме, да, это твоя инициатива личная. И я так понимаю, что часть вот этих вот мероприятий это походы. Ну да, у меня их еще немного было, ну да. Немного походов? Ну пока нет. Ну, у тебя походы это что? Это просто прогулка или какая-то этнографическая история? Там что-то записываете, что-то отмечаете? С желающими. Ну, вот вы, да. Нет, вот вы это что? просто прогулка. Просто прогулка. Что-то записываю, что-то отмечаю, это я сам, когда куда-то хожу. Один. Да. Ну, один, компания есть у меня небольшая, походная. А как ты считаешь, вообще можно, у нас есть сейчас, вот допустим, представим так, что нам дают зеленый свет и говорят, все, давайте, вот Крым, вернем ему такой облик, мы можем сегодня одномоментно все горы и речки назвать, как они были. Ну, горы, речки, они их не Ну, трогали особо. Я имею в виду в широком плане. Населенные пункты. Холмы, я не знаю, там, это же все имело свое название. У нас есть потенциал сейчас это все сделать? Так, что касается холмов, то есть географических таких объектов, орографических, они в основной своей массе сохранили свою. Зафиксировано. Да, они сохранили. В основной своей массе. Я не говорю, что есть объекты, которые сейчас, скажем так, приобретают такое народные названия, народные топонимы, там типа вот под Бахчисараем Арман-Хая Тимсахом, да, сейчас называют. Самый известный такой пример. Крокодайл. Ну да, он действительно похож так со стороны на, Он очень на похож на крокодила. крокодила. Ну, вот он и стал крокодилом. Хотя это Арман-Хая. Это свадебщики его так назвали. Есть свадебщики 100%. Там же как раз такое место, где удобно пофоткаться. И да много таких, да, и там что еще, в наших краях есть хамелеон, да. Это тоже нигде не зафиксированный топоним, он просто на слуху у людей. Он в географическом реестре нету этого названия хамелеон. Есть лагерный. Хамелеон? Да, есть, но называется он хамелеон. По-татарски хамелеон. Мыс хамелеон называется. У него есть объяснение красивое, почему хамелеон, потому что когда по-разному свет падает, сам мыс меняет цвет. Поэтому хамелеон. А название его аутентичное Топрах-Хая. Топрах-Хая, почему земляной мыс? Потому что разрушается Сыпется, да? Сыпется, да. То есть когда-то в будущем его не будет там. Да, и не будет ни хамелеона, ни Топрах-Хая. Поэтому и название такое дали, да, временное, да, все равно. Да. Ну, я не к этому, я к тому, что этого названия нету, оно не зафиксировано нигде в географическом реестре. Есть название лагерный, мыс лагерный, он называется у них. Он переименован был. У нас есть географические объекты природные, которые не населенные пункты, которые были переименованы, но таких немного. Официально были переименованы, но их немного. Не дошли руки до там, гор и так далее. Ну, это же большая работа, да? Да, тысячи, да, десятки тысяч топонимов. Что касается населенных пунктов, да, населенные пункты все в основном были переименованы, вернули название только нескольким населенным пунктам, Коктебель, Инкерман. Подожди, Коктебель вернули? Да, в 93-м году. Да, он был переименован сначала в У меня- Планерское, а да. потом обратно в Коктебель. Да. Я просто по школах, я еще по этому. Не, мне я пришел, как говорю- наш поэт этот в Коктебеле, который же всех собирал. Волошин. Волошин, что Шолохов говорит. Волошин. Я говорю название, которое вернули нам, Да, да? да. Вернули Крыму. А знаешь почему? Почему?
Потому что Потому что Валуш... там вся элита собиралась в Коктебеле. Представляешь? Ну, слушайте, таких объектов же много в Крыму. Но в Коктебеле именно творческая, поэтическая тусовка была. Представляешь, хорошо. люди хотят поехать в Коктебель, а его нету. Как с Бахчисараем. Вот. Но хорошо. видите, А вот, наследие Спиндиарова и Айвазовского в Карасу-Базаре же не дает им Да, переименовать конечно, его конечно. обратно. Или это их война, которая, да, Бурлюк. Отечественная война, Бурлюк, пожалуйста, это сколько там же топонимов? известная, ну, может, это и не реальная история, но я это часто слышал, что там же есть английское кладбище, там одно из крупных сражений Альминской, Ну, Крымской, Крымской да? войны. Да. Да, и там есть вот маленький такой камень, именно вот англичан, которые там Да, погибли, да, и все да. имена написаны. Да. И я слышал от местных такую, ну, как полулегендарную, полуреальную историю, что не могли найти село. Говорит, покажите нам Бурлюк, где наши предки погибли. Там написано, что А погибли. оно Вилино. Они не могли его найти, потом как-то нашли зная, кто-то знал, как раньше называлось село. В принципе, да, есть в отчетах по Крымской войне, вот даже в Российской национальной библиотеке электронной, целая кипа, там 80, наверное, этих изданий разных, русских, иностранных, где села Бурлюк и Тарханвар, так Алма-Тархан в то время назывался. Вилино, ничего такого там, естественно, нет. Ну, ты знаешь, смотри, просто это немножко разные вещи. Если вы говорите про каких-то условных английских падших, это одно. Но когда ты в любой, вот ты в школе учишься, ты берешь книги и все. Волошин. Все туда ездили, все там были. Коктебель. То есть, мне кажется, что это вот из-за этого вернули, в том числе. Не думали об этом? Возможно, может быть. А что еще? Коктебель, что еще? Есть село в Первомайском районе, Сарыбаш, но там по инициативе местных жителей как-то так получилось. Потом, что еще у нас? Ходжа-Сала, но Ходжа-Сала это... Ну, это, считай, заново да, сделанный населенный село. пункт. Да. Что еще? Кинкерман. Вот И Албат, что-то еще. допустим, у меня на картах Албат было написано, а не Куйбышево. Ну, в машине на карте. Потом что еще? Инкерман. Керман И все. И что-то По-моему, еще было, не помню. Ну, Ворон его, по-моему, и не трогали. Ворон не да. трогали. Ворон Ворон так и Ворон, остался. да. Ворон. Там просто так Повезло, далеко просто. повезло, что созвучно название. А основная масса, то есть все там 1000 с лишним населенных пунктов, они переименованы. Какой был вопрос? Вопрос в том, что у нас сейчас есть Если возможность база, вернуть да, эти... да. Но это только политическая воля должна быть, мне Я кажется. понимаю. То есть я сейчас говорю, что мы вот вне находимся всего этого. Ну а какая вам база? Вся база есть, да? Вот я про это и Но спросил. она же есть. Все мы же знаем, как они эти села назывались раньше. Села, да. Села, да. Но смотри, вот, допустим, у меня есть выпуск по Хатаршасараю, да, это лечебное. И там местные вот старики говорят, эта гора вот так называлась, это холмик вот так назывался. Вот про эту Вон у вас на информацию я полочке говорю. лежит база. Окей, да, я знаю. Но я имею в виду, что вообще, это же не, ну, посмотри, это же не так, что вот гора Аюдар, да, большая, все понятно. А в каком-то маленьком селе, вот холмик, вот там урочище, там овражек. Если речь идет про микротопонимы, Микротопонимы. вот, то, опять же, я же вам говорю, вот про вашу книжечку, которая на полке лежит, это база. На сегодняшний день это база, научная база, с которой нужно работать. То есть это сокровище условно, 30, да? да, это Ну, 30, это единственная работа. это подобного 38 рода. тысяч топонимов там, которые вот человек собирал, его зовут Игорь Белянский. Он этим занимался в 2000-е годы в основном. 2003 там часто. да. Нет, раньше, ну, в 90-х 2002 он начал. я видел там В информацию. 90-х он начинал, основная масса собранного материала, это 2000-е годы. У наших стариков, мы, кстати, были у одного из... у некоторых. Двое вспомнило его. У нескольких, То, что он приходил. Да. Хайри, дедушка Хайри Да, вспомнил, он вспомнил. Хайри Харбаба и... Бір Юксек бойлы казах келді, да, и спрашивал. Джеббар, да. Эмиров Джеббар вспомнил. Не, Джебаров Эмиров. Джеббаров. Джебаров Мгм. Эмир. Они Вот, еще помнят. И они действительно есть вот в этой книжечке, их фамилии есть. День записан, когда у них брали интервью. И какие топонимы они сообщили. Это, честно говоря, мой личный позор, вот перечень информаторов в этой книге, потому что когда я ее открыл, там мой Инште, Талят Инште, которого никто из нас, ну, мне было Да, да. 14 лет, Да. он там по топонимике вообще не родного села, Аджбулат, который там в 5 километрах от них. Потом другой Инште, моих Инште отец, Шабдинага, тоже он там в этой книге. Короче, уникальные то есть данные. вот этот человек, Озы Рус,
сам вот ходил, этих стариков записывал еще тогда, когда они были в полном сознании, могли все это рассказать. Ну да, я вот Терджимани, когда увидел, я сразу купил ее, понимаю. Так еще нюанс в том, что так получилось, что наших сел вообще нету сейчас. Да, есть И их на исчезнувшие карте нет, села, на картах конечно. их нету. Я единственное одно село нашел 1927 года, вот это вот, наверное, знаменитая карта, там я одно село нашел. Но других сел нету. И вот в этой книге я сразу их нашел. Я такой, все, значит, берем. Не, ну карты-то есть, вы можете достать. Сейчас в интернете куча карт старых. Можно в любое село. Маленькие можете- села были. Что угодно можете найти сейчас. Серьезно. Да. Такие карты есть? Да. Есть карты. Ну, может быть, не прям не стопроцентные вы найдете, да, информацию, но большинство информации можно найти. Маленькие села, вот по селам, вот что бы я не искал, по селам всегда можно найти, посмотреть, где они Даже если располагаются. их нету. Если они исчезнувшие, да. Исчезнувшие, Да, да. да, можно найти. Есть замечательный ресурс, называется «Это место». Вот там вот вы можете, Это место? да, Что за ресурс? ну, набьете в гугле «Это место». Ага. Там Это накладываются ресурс, где карты где друг карты, на да. друга. Где исторические карты, ты можешь... есть Яндекс.Карта, Да. и ты листаешь, выбираешь себе старую карту, там у них в каталоге, и можно смотреть, то есть, как, где объект на современной карте, на Яндекс.Карте, и где он там отмечен. А ты- То есть они синхронизированы, ты можешь сопоставлять, смотреть эти карты, старые и современные. А в своей группе ты делал пост на эту тему? Я беру карты из этого ресурса и выкладываю обычно, да, иногда появляется. Я обычно одной картой пользуюсь, она очень хорошая, подробная, Шуберта, трехверстовка Шуберта, 67 года, по-моему, 1867 года. 1867. Да, там основные крупные села. И Ну, я вот буквально сегодня вчера нашел карту одну, как мне показалось, очень подробная, 1800, по-моему, там 16 что ли года или 17 года. И там прям много. Да. Я просто хочу ее на большом формате распечатать и уже смотреть, короче. Так, ну интересно. Вы Хорошо. можете не печатать просто, ну я не знаю, какие у Не, вас я цели. хочу ее распечатать, чтобы она была. Просто физически была. Как бы, ну, все равно Понятно. какая-то связь. Для интерьера. Не. Ну, Зачем чтобы- сразу чтобы обижаешь? Во-первых, интерьеров нету. Подожди, сначала интерьер Не, ну нужно почему нет? построить. Я для себя, например, дома сделал, ну не с такой старой, а вот с нашими историческими топорами. Ну да, дома, да, дома да. сделал себе карту такую. Да. Для интерьера, получается. Получается. В том числе. Так, и, Балар, последний вопрос, завершающий. Вот насчет вашего проекта БРИХВС, у вас там есть информация про донат, как помощь. Иногда капает. Серьезно, помогает? Ну нет, не часто. Смотри, вообще, вот вы работаете, это ваша не работа, правильно? Ну, конечно. То есть это ваш досуг. Да. То есть вы во время своего отдыха вы могли отдыхать, вы занимаетесь этим проектом. Если, условно говоря, вы ощутите вот эту поддержку финансовую, в первую очередь вы на что? Ну, там вы написали, что у вас елпарасы, да? То есть Да, это- Да, это только вел. А если, допустим, вот хорошие деньги пришли, что вы на эти деньги сделаете? Ну, вот по лучшему качеству контента. В Переоснастимся. первую очередь, да. Да. Плана не было, да? Технику. Ну, иншалла, там что-нибудь придумаем. Там. Сначала надо в Турцию доехать. там Дом уже- дострою, нет, такого нет. Но вообще хочется, да, поддержки от людей? Есть такое ощущение? Ну, да, конечно, хочется. Поддержка нужна, потому что мы в свои собственные деньги вкладываем, и их не хватает. По большому Ну, счету. имеется в виду, знаешь, какая? Имеется в виду, что как будто бы это не только нам это надо. Ну, Кто контент делает. Даже не про деньги вопрос, да, Да. вы понимаете, о чем я Да. говорю? Что как будто мы не одни вот в этом вопросе. Потому что вообще, честно говоря, мне кажется, что я хочу так, чтобы было много проектов, именно YouTube проектов, то есть каких-то осмысленных, каких-то глубоких. И я уверен, что вариант примера, он работает. Люди все равно, посмотрев, или повторят, или сделают лучше, или что-то для себя это отметят. одна из целей, да. Да. Я всегда пишу, что мы при всем желании Да. с вашей бабушкой, дедушкой Да. за этот час мы из нее не вытащим, ну никак. Это Да. счастье, что если мы второй раз, третий раз сможем приехать. Ну, что навряд ли. Должны унаследовать дети и внуки. Вот эту память должны унаследовать они. Они должны сесть, разговаривать. Если бабушка что-то рассказывает, не надо там, ой, ладно, это, что это нам не Да, надо. вот что-то говорит. Да, там, вот что-то говорит. место за ним. А потом будет, как у наших, к сожалению, уже довольно возрастных людей, которые застали поколение там конца 19 века, ничун мен он сорамадым. Да, да. Ой, это самая популярная тема. Но
знаешь, справедливости ради сказать, что мы, новое поколение, мы тоже эту вспышку профукали. Ну, я часто, Потому что я своих стариков не записал. Я часто понимаю, что если бы это все было начато, вот про крымскую хореографию говорите, если бы наши хореографы были хоть немножко этнографами, лет 15-20 назад можно было много чего зафиксировать. Хотя бы варианты хайтармы по всему Крыму, хотя бы варианты Хурана, потому что, во-первых, те, кому сейчас 90 были моложе, могли показать, Да. а во-вторых, были те, которые еще помнили дореволюционные времена. И там Ну и камеры были, в конце концов. камеры Свадьбы были, же снимались. камеры были, 94-й год, были, люди свадьбы снимали, были 90, камеры. Ну, просто я думаю, мы знаем ответ на вопрос, почему люди не записывали своих Почему? стариков. Ну, потому что не до этого было. Люди обустраивали Ну свою да. жизнь. Ну, слушай, обустройство можно все оправдать. Но это разве оправдание? Ну, получается, что да. Но, видимо, вот Можно не пользоваться, да? не А дозрели, нам что что ли. говорить? Мы же уже обустроены. Ну, Да, всё. обустраиваем. Мы уже обустроились, а уже вот некого записывать. Всё. Поколение уходит. Разрыв. Видимо, не дозрели, вот не Да, созрело да. понимание того, что, ну, как обычно, когда стали терять, стало понятно. Вот, когда. Вот, Гирея Баирова хороший вопрос есть, я бы его тоже задавал бы. Вот, спросит у тебя сын, приедешь на Коршу, уже ни отца, ни дедушки, никого нет. Да. Скажешь, как вот это называется? Или вот эта трава, как вот этот цветок, как называется? Ты либо в Лугат полезешь, где один вариант, а их 44, либо там Белянского, это в лучшем случае. Это в лучшем случае. Ты сейчас говоришь в лучшем случае. В лучшем случае подсмотришь. А так скажешь, ну, бельмим балам, зато В этом случае просто приехать на Курушув это уже уже подвиг, многое. конечно. Много, уже много. А кто сейчас ездит на Куршев? Никто сейчас особо... Ну из- ладно, вы, старики. молодежь ездит еще, в какие-то села Ну, ездит. а молодежь ездит под давлением старших. Ты вот так просто молодого возьми, мало, по-моему, сейчас инициативных таких. Я вот не особо не знаю. Вот в моем окружении из Ты молодых... очень вот- не ездишь, да, на Курушев? Нет, ну я ездил, меня возили. В 2СРС меня возили, я бывал. Ты советский, что ли? Да. И в Не этот, скажешь. и в этот тоже, буквально недавно тоже ездили несколько лет Ну, а назад. сережки они собираются регулярно. Собираются. Кто-то нам Да. вот возил. Просто понимаешь, вот у вас такая возможность есть. Я об этом часто говорю. У меня вообще сел меня нету. тоже, у меня- Нам поехать У нас, некуда. никто не собирается. У нас- Последний Куршов был в 94 году. Вот. Мы никогда, вот ни одно село, ни по бабушкиной, ни по дедушкиной стороне, на моей памяти никогда не собиралось. Но это тоже трагедия, потому что это институция. Там Конечно. вот Это ж они, коммуникация, мы их общение. вот невозможно физически найти человека один, который живет в Первомайском, другой Да, в Ялте, третий в Бахчисарае, просто вот нет такой коммуникации. Да. А тут они собираются и начинается вот это запускается процесс, даже сидя рядом можно что-то почерпнуть. Получается, вот то, что мы вот так оторваны от такой институции, Да. получается, что поэтому мы ничего и не унаследовали. Так и из этого, получается, и из этого выходит следующий вывод, что мы занимаемся этим потому, что мы это потеряли, и мы это поняли. В принципе, да, наверное, так. Ну, еще не потеряли, еще есть. Ну, что-то? еще- Еще что-то Не, есть. ну я потерял. Запрыгиваем в последний вагон уходящего поезда, да. Это уже так. Да. Саунс. На вот такой ноте, да? Не, ну это позитивно. Это же было позитивно. Да, еще успеваем. Главное, что поезд ехал в нужное направление, скажем так. Саунс, короче, Балар, что пришли. В общем, занимайтесь проектом, не жалейте на это силы, бензина.